Добрый вечер. Новости на вашем канале. В студии Елена Кобзева. И Джолош Исаков. И в начале коротко о главных событиях начала недели. Из обломков соберут макет Боинга. Отдельные детали отправят в Соединенные Штаты. Данные черных ящиков озвучат только по итогам расследования. Соседи поконфликтовали. Жители двух сел Кыргызского и Таджикского близ границы в Баткенской области. Кроме битых окон домов и машин, есть пострадавшие. Тысячи евро за фото и видео обнаженных детей предлагают педофилы их родителям через социальные сети. Конкретные случаи в Кыргызстане расследует МВД. Рядовой заработок таможенников пытались узнать депутаты. План по сбору платежей не выполнили и уехали отдыхать в Эмираты. Теперь об этих и других новостях более подробно. Некоторые обломки разбившегося Боинга будут изучать в США, проводить дополнительные экспертизы и уточнять причины крушения. Об этом сегодня сообщил министр транспорта и дорог Джемшитбек Калилов. Сейчас на месте катастрофы в дачном поселке продолжаются ликвидационные работы. Сегодня там собирают и вывозят фрагменты разбившегося Боинга. Некоторые из них настолько крупные, что перевезти их целиком на грузовых машинах не представляется возможным, поэтому их распиливают на месте. Все собранные фрагменты самолета пока складируют в одном из ангаров вблизи аэропорта Манас. В МЧС сообщили, что вывоз обломков Боинга будет закончен к завтрашнему дню, а завтра на месте обещают расчистить территорию от руин и начать санитарную обработку. На месте крушения разбившегося Боинга продолжаются ликвидационные работы силы МЧС. Сейчас здесь собирают все обломки самолета. Остались только самые крупные части самолета. Для того, чтобы их кран мог поднять и загрузить на грузовик, их разрезают на более мелкие части и вывозят на территорию бывшей американской авиабазы Манас. Трудно поверить, что еще буквально 7 дней назад здесь жили люди. Вокруг одни руины, все еще чувствуется запах авиакеросина. Пока в одной части территории пытаются разобрать огромный кусок хвостовой части лайнера. Чуть дальше, где уже заканчивается сам поселок, распиливают крыло самолета. Как выясняется, надо найти еще много других фрагментов. Представителям МЧС приносят чертежи каких-то приборов самолета, которые наиболее важны для расследования ЧП. Кабина жатты, кабина тегереги, мына тегереги шул жерде болушу мүмкүн да. Бул баары билмелениң. Бул билип кетти деп кетесиз. Посмотрите вот эти детали. Всего их должно быть 2. Одну нашли, ищите еще одну. Возможно, надо посмотреть там, где была кабина самолета. Найдите, очень надо. Оставшиеся фрагменты разбившегося лайнера специалисты постараются сложить в виде самолета. Конечно, частично, потому что многое сгорело после падения. Что касается места крушения, после того, как сегодня вывезут все, что осталось от упавшего Боинга, завтра начнется расчистка всей территории. Сейчас, как вы видите, мы вывозим части самолета. После этого мы начнем расчищать это место. Скорее всего, все руины и остатки предметов быта мы вывезем в отдельное место, в отдельный полигон. После этого здесь начнет действовать уже санэпидемстанция для проведения санитарных работ. После удара самолета об землю. Вот. Я вообще такого не было, но здесь она вообще чересчур расширилась, да, очень больше. Потому что когда скачок был резкий, да, у нас даже аж телевизор наверх поднялся и упал, да, вот так. Тем временем жители поселка еще не отошли от шока. Тилек Кушалиев показывает трещину в доме, в котором он проживает вместе с женой и 2 маленькими детьми. Переезжать, рассказывает он, его семье некуда. Ну, для нас это большая утрата, во-первых, вот. Потом очень как-то ночью уже не спим, да. Есть страх какой-то вот. Обычно, когда вот самолет летит, уже как-то не по себе, да. Раньше вот не замечали, как-то уже привыкли, а сейчас, ну, конечно, вот жена особенно боится по ночам. В отличие от дома Тилека, жилище Раимберди Джакипова находится всего в нескольких метрах от места, которое буквально перепахал упавший Боинг. Мужчина рассказывает, после случившегося дочь попала в больницу с высоким давлением. И он с 3 внучками теперь также вздрагивает при каждой посадке или взлете самолета.
Мои внучки боятся выходить из дома, сидят здесь круглые сутки, потому что там одни руины. Если прежде они радостно кричали при виде самолета, теперь дрожат от страха. Даже взрослые боятся, не то что дети. Я очень сожалею, что купил этот дом 2 года назад. До этого мы жили в Бишкеке, в Кызыласкере. Чтобы заняться скотоводством, переехал сюда. Никто же не знал, что случится такое горе. Многие семьи, даже если их дома остались целыми, переехали к родным в другие села. Некоторые остаются здесь, потому что идти им некуда. Но у всех, говорят, есть надежда, что их также не забудут и помогут обрести свою крышу в более безопасном месте. Накануне здесь горечи узнали, что их односельчанин Сагынбек Рахманов, за жизнь которого все эти дни боролись врачи, также умер, как и вся его семья. Манас Ачгитов, Александр Симонов, НТС. В списке погибших в результате крушения стало на одну фамилию больше. Последняя, 39-я, Рахманов. Парня звали Сагынбек. За его жизнь боролись врачи и переживали простые кыргызстанцы. 29-летний молодой человек скончался накануне в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии. Состояние Сагынбека из всех госпитализированных оценивалось как самое тяжелое. Мужчина получил 45% ожогов всего тела. До последнего он не знал, что вся его семья, 2 сыновей и беременная жена погибли в момент крушения авиалайнера. Сагынбека доставили на малую родину в село Курлош. Его пожилая мама проводила его в последний путь. Потерявший всю свою семью в авиакатастрофе, которая произошла в прошлый понедельник в поселке Дача-Су под Бишкеком, 29-летний Сагынбек Рахманов также скончался. Парень умер накануне в полдень, несмотря на проведенную интенсивную терапию и гемодиализ. Уже сегодня на спецмашине МЧС в 3 часа ночи тело молодого человека доставили в родное село Курулуш Наукенского района. Его мама и родные проводили Сагынбека в последний путь. Мы все очень надеялись, что Сагын выкарабкается, но наши ожидания не оправдались. Мне до сих пор не верится, что его малышей и невестки нет. Он был моим кормильцем. Я своих 5 детей вырастила без отца. Муж давно умер. Пусть их души попадут в рай. На все воля Бога. Неделю назад в этом же доме состоялись похороны семьи Сагына, его 23-летней супруги Венеры Душеевой, сыновей 5 и 3 лет Али и Исы, а также неродившейся дочери. Ребенка врачи вынули из утробы погибшей женщины и перед тем, как похоронить, дали имя Аяна. Брат нам сказал, что ему стало лучше. Мы все радовались. По телефону он с нами поговорил. И вдруг нам сообщили, что он умер. Мы скрывали от него, что вся его семья погибла. Сказали ему, что они в больнице. Но он, видимо, предчувствовал. Говорил, что видел, как на них обрушился дом. До последнего просил показать детей. Сагынбек работал водителем на молоковозе. Дом, на который в числе прочих упал самолет, семья снимала в аренду. Платили по 2000 сомов в месяц. За считанные минуты до трагедии он оказался на улице. Увидел, как самолет надвигается к дому, побежал спасать своих, но не успел. Получил сильный ожог, 45% тела. Материально этой семье нелегко. Отец Сагына давно умер. Мать одна поднимала 5 детей. Их дом в аварийном состоянии, поэтому даже похороны пришлось проводить в доме родственников. Надеюсь, что правительство не оставит без внимания горем убитую мать покойного. Женщина в одно мгновение лишилась и детей, и внуков. В списке погибших стало больше еще на одного человека. Сагын Рахманов стал 39-м, чью жизнь оборвал злополучный Боинг, упавший в поселке Дача-Су. Гульжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС, Жаллабад. Тонны гуманитарной помощи, вещи и продукты для нуждающихся. Только вот кому и что отдавать, неизвестно. По словам волонтеров, ответственные за ликвидацию последствий катастрофы и члены правительственной комиссии им до сих пор не передали списки пострадавших. К тому же объем переданных вещей настолько большой, что для их сортировки и доставки не хватает людей. На одном из бишкекских складов сегодня привезены продукты питания, верхняя одежда, теплое одеяло, обувь и прочие вещи первой необходимости. Некоторые из пострадавших по возможности сами приезжают и забирают нужные им вещи. Гражданские активисты просят присоединиться неравнодушных граждан, чтобы доставить всю собранную помощь до адресатов. Проблема в том, что у нас до сих пор нет списков уточненных, какие потребности у семей есть, нет. Мы не знаем, в каких семьях есть дети, в каких семьях какие нужды. Да? Нам страшно отправить в семью детские вещи,
А если там погибли дети? Вот представьте, да, какая-то будет насмешка, да, отправить семью, где погибли дети, отправить детские вещи. Мы ждем списки, списков нам никто не предоставил. Зато уже спрашивают, а вы адресно отправляете? Невестка работала в Тазалыке. Там нам сообщили, что за помощью нужно обращаться сюда. Сказали, одеяло или платье, пока получите, что есть, временное, но все равно помощь. От безвыходности вот и приехали. От дома ничего не осталось. Спасибо добрым людям, что помогают. На границе Кыргызстана и Таджикистана накануне вновь было неспокойно. Инцидент, произошедший между жителями двух стран, привел к повреждению одного дома и 4 автомашин. Словесная перепалка переросла в метание камней. А в результате инцидента пострадали 4 жителей кыргызского села, в том числе и глава села. Она получила травмы, пытаясь успокоить молодых людей. Сейчас обстановка на месте инцидента уже урегулирована. По данным пограничной службы, инцидент улажен. Чтобы не допустить продолжения конфликта, местные власти обеих республик провели разъяснительные работы с жителями. А пограничники двух стран выставили на границе совместные наряды. Подробности в нашем следующем сюжете. Это видео – все, что успели снять свидетели инцидента на кыргызско-таджикской границе. Очевидцы говорят, что конфликт вспыхнул после того, как в кыргызское село пришли около 100 граждан Таджикистана. Они требовали наказать виновных в избиении своего односельчанина, в котором, как они считают, виноваты наши граждане. Словесная перепалка перешла в серьезный конфликт. Пытавшаяся успокоить молодежь глава села Разия Осорова получила серьезные травмы и теперь находится в больнице. Я отправилась на место как глава села, чтобы решить вопрос. Но там были молодые парни, которые не стали меня слушать. Их было много. Они начали нападать на пожилых жителей нашего села. Там я получила травму и потеряла сознание. Потом меня доставили в больницу. По официальным данным, с таджикской стороны пострадали 4 человека. Кроме того, поврежден 1 дом и 4 автомобиля. С нашей стороны камнями побиты 2 дома. Сейчас ситуация находится под контролем местных органов власти и милиции. Конфликт урегулирован, и обстановка в селе на данный момент спокойная. Сейчас обстановка стабильная. Милиция и пограничники контролируют ситуацию. С нашей стороны пострадали несколько домов. Граждане Таджикистана закидали их камнями, побиты стекла. В целом обстановка сейчас стабильная, и поводов для беспокойства нет. К урегулированию ситуации были подключены пограничники двух стран. В ходе переговоров было принято решение провести совместное расследование. На сегодняшний день назначено одностороннее расследование. Завтра мы будем выходить на двухстороннее расследование, то есть с таджикистанским пограничником вместе будем работать. Там говорить о государственной границе в принципе не стоит. Практически граница прозрачная, прохождение линии государственной границы никак не определено. Я выше говорил вам, по дороге проходит граница. С правой стороны граждане Кыргызской республики, с левой стороны граждане республики Таджикистан. Там 10-метрового забора нет, ничего такого нет. Граница абсолютно прозрачная, никакого пока контроля нет. Как только завершится вопрос делимитации, демаркации государственных границ, порядок там мы наведем. Сейчас охрана государственной границы обеспечивается в штатном режиме. Пограничные ведомства двух стран приняли решение провести разъяснительную работу с местным населением, чтобы не допустить повторения конфликтных ситуаций. За последние 3 года подобных стычек в этих селах было уже более 15. Военные говорят, конфликты перестанут возникать, как только правительство завершит делимитацию и демаркацию этих участков границы. Игорь Потанин, Асхат Ибраимов, НТС. Шокирующее предложение, от которого пользователь соцсети предлагает сразу не отказываться, а хорошо подумать. Кыргызстанка рассказала о том, как в интернете промышляют педофилы. Не стесняясь, они пишут родителям личные сообщения и предлагают 1000 евро за фотографии и видео их малолетних детей в обнаженном виде. Но если мама не против отпустить своего ребенка ненадолго с престарелым олигархом, сумма становится баснословной. Пользователь аккаунта увидел на личной странице женщины фото ее детей, после чего представился как сотрудник некой американской фирмы, озвучил ей свои ставки и в деталях расписал, что должно быть на фото. Женщина и ее сестра, будучи в ужасе, позвонили в милицию. Органы выясняют, откуда были отправлены эти сообщения.
Современные педофилы могут развращать ребенка даже на расстоянии. Все, что им для этого требуется – интернет. Но особенность этого случая в том, что подобное предложение поступило в адрес матери двоих маленьких детей. Поводом стали несколько фотографий мальчика и девочки с Иссык-Кульского пляжа, выложенные в социальной сети. Беседа началась под предлогом заработка. Большие суммы в евро, да еще и не выходя из дома. Но оказалось, что деньги женщина получит в обмен на снимки обнаженных детей. А если провести несколько омерзительных манипуляций с ребенком перед камерой в скайпе, цифры вырастут в несколько раз. Но на этом предложение не заканчивается. Особый спрос на недолгую встречу с американским миллиардером 70 лет. Клиент, как написали молодой маме, может приехать и сюда, в Кыргызстан, для личной встречи с ребенком. Посреднику тоже кое-что перепадет. Шокированная женщина сразу позвонила в милицию. По этическим соображениям мы не будем озвучивать ее настоящее имя. Пусть будет Джумагуль. Мне кажется, он через некоторое время он меня обратно будет писать. Хотя я удалила уже фотки. Мне кажется, он себе перекачал вот эти фотки с моим ребенком. Хотя это был маленький ребенок. Говорит, детям сколько, они послушные, красивые. Я, наоборот, сказала, что у меня ребенок очень некрасивый. Девочка, у нее ноги кривые, чтобы его как-то отпомнить. Он говорит, убейте тогда. Ребенка убейте, зачем усложнять жизнь ей, себе и другим. Необходимо срочно выяснить, кто зарегистрирован под этим аккаунтом, настаивает женщина. Ведь подобные предложения могут поступить и в адрес недобросовестных родителей, которые не упустят возможности подзаработать на своих чадах. Могут пострадать беззащитные дети. В ГУВД уже приступили к расследованию этого случая. По данному факту в настоящее время зарегистрировано в книге учетов происшествий ГУВД города Бишкека, доложено руководству ГУВД, подключены к разбирательству оперативные службы. Материал передан в следственное подразделение для принятия решения и рассмотрения в соответствии с нормами Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики. Специальные IT есть, айтишники есть. Вот айтишники будут смотреть, искать этого человека. Жертвой подобных извращенцев может стать каждый пользователь соцсетей. Застраховаться от растлителей малолетних в интернет-пространстве легко и просто. Достаточно пары кликов мышью, напоминают психологи. Я бы не рекомендовала выставлять фотографии детей на соцсетях. Я понимаю, что бывает, что родственники живут далеко, за границей, есть друзья, есть подруги, да, разные сферы, коллеги есть. И нам хочется поделиться своей радостью, показать, что вот у меня вот такое вот событие произошло или вот такое событие произошло. Но тогда надо четко ограничить круг доступа. То есть же там в настройках, да, такая функция, кто может смотреть, кто может видеть эти фотографии, кто нет. И поэтому не принимать дружбу от малознакомых людей, даже какими бы комплиментами он ни забрасывал, потому что есть свои технологии у той стороны. Кроме этого, родители должны быть весьма бдительными, если их дети пользуются социальными сетями, советуют психологи. Необходимо изучить, с кем они общаются, а главное предупредить, что люди в виртуальной реальности могут быть совсем не теми, за кого себя выдают. Регулярно разговаривать с детьми о том, как прошел их день. Но выкладывая на свою страничку снимки, на которых запечатлены наверняка счастливые моменты из жизни, лучше еще раз подумать, стоит ли подвергать опасности себя и своего ребенка ради очередного лайка. Анастасия Соболева, Владимир Кулбалдеев, НТС. В поездках нет. Вопрос в другом. Служба не выполнила план по сбору платежей. Казна недополучила столь необходимые ей средства. При этом зарплата самого начальника центральной таможни господина Сулайманова 32 тысячи сомов. Депутатов смутило, как лишь при такой зарплате позволить себе отдых в Эмиратах. Озвученную депутатами информацию о том, что на 31 декабря 2016 года 232 сотрудника таможни находились в трудовых отпусках по месту их работы, подтвердили. Но за рубежом, по словам их начальника, главы таможенной службы Азамата Сулайманова, Новый год встречали далеко не все из озвученного числа. Как объясняется на официальном сайте таможни, за пределы Кыргызстана ее сотрудники выезжали в связи с семейными обстоятельствами. На 31 декабря за границей находились 4 сотрудника таможни. Это были их личные поездки. С 3 января за границу выехали еще 8 сотрудников. В Китайскую Народную Республику, в Российскую Федерацию, в Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. Все они находились в трудовом отпуске.
Глава таможни отметил, что в ведомстве есть собственная служба безопасности, и сотрудники ГТС проходят обязательную регистрацию, когда выезжают за границу в отпуск или по болезни. С учетом текущей ситуации в стране, с морально-этической точки зрения, вопрос отдыха своих сотрудников за границей глава таможенников обещал рассмотреть на собрании офицеров службы. Однако парламентариев этот ответ не удовлетворил. Вы на сайте просто указали количество – 4 человека, 8 человек, а их должности, кто это, когда выехали, когда вернулись. Предоставьте информацию пофамильно, мы завтра проверим. Сделаем запрос в погранслужбу. Если предоставленные вами данные где-то не совпадут, мы с вас это спросим. По словам главы ГТС, среди выехавших оказались начальник управления таможенного контроля центрального аппарата, пресс-секретарь ведомства, инспектор отдела внутреннего аудита, начальник и заместители таможни Манас и Северная. По словам парламентариев, таможенная служба не выполнила плана по сборам, и тут ее сотрудники летят встречать Новый год за границу. При этом вылетают не из Бишкека, а из Алматы. Либо с целью скрыть свой отдых, либо не платить аэропортовый сбор в $15, вылетая из Манаса, предположили парламентарии. Интересовал депутатов и вопрос оптимизации службы. После вступления страны в ЕАЭС 8 таможенных постов были закрыты, но штат службы не уменьшился. 240 сотрудников просто перевели в южные регионы под предлогом усиления там пунктов. Мы тут бюджет рассматриваем, не можем изыскать средства на действительно нужные вещи, а эти 240 человек продолжают сидеть и получать зарплату из госбюджета, потом еще и пенсию будут получать. Стыд и позор, что у вас там происходит. Точную информацию об отдыхавших за границей таможенниках пофамильно Сулайманов обещал сообщить на сайте ведомства после обеда. Однако к вечеру она там так и не появилась. Штат таможенной службы на сегодня составляет чуть более 1200 сотрудников. Чтобы разобраться в вопросах кадровой политики ведомства, а также по заграничным поездкам таможенников, депутаты предлагают создать рабочую группу внутри профильного комитета. Болтысай Бакыт Кушалиев, НТС. Рабочие, привлеченные к строительству дороги Балчик-Урумду, отказываются продолжать работу. Вот уже 3 месяца более 500 человек не получают зарплату. Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции. По словам рабочих, деньги они исправно получали до начала Всемирных игр кочевников. После, начиная с октября, китайский подрядчик стал задерживать оплату, не объясняя причин. К ним со своими жалобами присоединились и жители Сыкульской области. Они требуют ускорить процесс строительства дороги, опасаясь за срыв следующего туристического сезона. Кроме этого, вдоль трассы в населенных пунктах так и не появились тротуары, и сыкульцы боятся отпускать детей в школы. По их словам, в период реконструкции полотна на участке 3 сел произошло 7 аварий с летальным исходом. Везде одна и та же причина – наезд на пешехода. Просто-напросто невыносима эта дорога. Поломали нам дорогу, поломали нам тротуары. Детям ходить негде ходить в школу. Идут, дети вынуждены идти по дороге. Дорога рядом с заборами. Это невозможно. Камни летят. Сезон нам в прошлом году сорвали. В этом году мы надеемся, что нам хотя бы до сезона дорогу отремонтируют. Потому что мы, иссыкульцы, живем за счет сезона. Нам торговать негде. Эти же фрукты у нас в прошлом году, можно сказать, мы половину выкинули. Уже 3 месяца не получаем зарплату. А как жить без денег? Вы можете себе представить? Нам очень трудно приходится сейчас. Сотни человек хотели приехать сюда, чтобы донести до властей свои проблемы. Было бы хорошо, если бы Министерство транспорта выплатило, наконец, заработанные нами деньги. Известному актеру театра и кино Азизу Мурадилаеву больше не требуется пересадка печени. Лечение, которое началось в Москве, а затем продолжилось в Турции, было эффективным. Орган начал функционировать самостоятельно. Однако цирроз так и не вылечен. Через несколько месяцев актер вновь поедет в Турцию для повторного обследования. Здоровье актера, как выяснилось, уже пошатнулось во время съемок в фильме «Курманджан Датка». Там он сыграл роль Алымбека Датки, ею он и запомнился кыргызстанцам. Благодаря неравнодушным соотечественникам всего за пару месяцев на операцию по трансплантации печени удалось собрать около $20 тысяч. По словам актера, на лечение ушло 8 тысяч. Оставшиеся средства Азиз Мурадилаев решил передать нуждающимся. Я вернулся пару дней назад с Турции и молитвами наших сограждан пошел на поправку, слава Богу, и решили отдать остаток денег на благотворительность.
В хоккей играют настоящие мужчины, ну а девчонки рассекают на коньках. В Нарыне появился каток, соответствующий всем международным стандартам. Торжественное мероприятие решено было украсить настоящей спортивной борьбой не только между отечественными командами, но и клубами из других государств. «Шайбу, шайбу!» кричали как заядлые поклонники хоккея, так и совсем начинающие любители игры на льду. Для того, чтобы праздник состоялся, было потрачено немало времени и средств. Оборудование привезено из Финляндии и Казахстана. У тренеров теперь большие надежды на национальную хоккейную сборную. В планах воспитать на этой площадке и чемпионов по фигурному катанию. Обо всем подробнее Алексей Немашкал. Нарынская область известна как родина кыргызского хоккея. Каждую зиму местная детвора своими силами заливает каток, из подручных материалов мастерят клюшки, шайбы и экипировку. Проходит несколько лет, и вот из этих самых дворовых команд вырастают настоящие профессионалы. Надо хорошенько научиться стоять на коньках и контролировать шайбу. Если знаешь и умеешь это делать, то из тебя, возможно, выйдет достойный хоккеист. Болотбек Бектимишев уверен, что отныне с новым катком у хоккея Кыргызстана откроется новая эпоха. Несмотря на то, что Болоту Байке уже почти 60, он не может бросить дело всей своей жизни. Бегает с клюшкой еще с тех пор, как образовалась команда Нарын Дордой. С участием Болотбека Бектимишева эта команда не раз выигрывала турниры и получала всевозможные призовые места. После завершения карьеры ушел в тренеры и за дня в день делится своим бесценным опытом и навыками с молодежью. В спорте нет границ, но когда ты уже в годах, нет былой реакции, не можешь бегать быстро, как молодые. Мне сейчас 59, я уже заслуженный тренер Кыргызстана, продолжаю играть в сборной ветеранов. Даст Бог, будет здоровье, буду и дальше выходить на лед. Открытие профессиональной хоккейной площадки в Нарыне стало настоящим праздником для местных жителей. Все холодильное оборудование привезено из соседнего Казахстана, а ледозаливочную машину специально заказывали из Финляндии. Построенное игровое поле полностью соответствует мировым стандартам 56 на 26 метров. Чтобы воплотить в жизнь этот спорткомплекс, понадобилось 1,5 года и $600 тысяч. Теперь в Нарыне появилась возможность проводить международные турниры. Более того, для местной молодежи здесь дополнительно открываются спортивные секции по хоккею и фигурному катанию. Учить ребят будут как наши тренеры, так и приглашенные из зарубежья. Один казахский тренер уже приехал посмотреть на наши условия. Если ему все понравится, то начнет работать по контракту. По фигурному катанию мы тоже ведем переговоры с тренерами из России и нашей республики. Вместе с тем предусмотрены и условия для отдыхающих и болельщиков. Все рассчитано так, чтобы поклонники зимнего спорта приезжали сюда и с пользой проводили время. Коньки, к примеру, можно взять в аренду, а неподалеку есть где перекусить и выпить горячего чая. Подобные катки в Кыргызстане есть только в Бишкеке. По качеству нарынский ни в чем не отстает, а местами даже превосходит те, что функционируют в столице. Важна атмосфера, во-первых, потому что люди хорошие, веселые. Хоккей – это все-таки спорт, мы уже взрослые люди. Для нас это удовольствие. Здоровье. Здесь почти 2500 метров над уровнем моря. Это большая разница между Бишкеком. И не каждый сможет так сходу приехать и побегать. А потом, не так жарко, как в Бишкеке, здесь тоже зимой. Думаю, надо приехать, попробовать, ощутить вкус этого хоккея нарынского, горного. Я думаю, всем понравится. В день открытия спорткомплекса состоялся турнир по хоккею и сразу же международный. Ведь честно сказать, ведь Нарыне это единственный комплекс, на котором могут люди получить качественное спортивное образование и просто провести хорошо свой досуг, потому что это будет массовое катание, с музыкой покататься в тепле, не на морозе, где минус 30, люди спокойно придут покатаются. И уверен, что из этих, которые начнут заниматься просто пока для себя, мы сможем выбрать будущих ребят, которые будут защищать цвета национальной сборной Кыргызстана, будущих девчонок, которые смогут также, уверен, что создадим, наверное, первую команду женскую в Нарынской области, не исключен вариант. Ну и, конечно же, фигуристы, как без них, потому что где сила, там и красота. В нашей стране хоккей начал развиваться с 1999 года, когда в Бишкеке был построен городской каток. А начиная с 2000-х национальная сборная вошла в Международную федерацию по хоккею. Отечественные спортсмены стали принимать участие в первенствах, защищая честь Кыргызстана. Алексей Немашкал, Мирим Ташибекова, Алтынбек Каныбекулу, НТС, Нарынская область.
И на этом наш выпуск завершен. Мы благодарим вас за внимание. Впереди вас ждет прогноз погоды на завтра. Оставайтесь на канале НТС. До свидания.